Славься, страна, мы гордимся тобой. Сегодня День России. В республике отметили еще и 27-летие образования Ингушетии. Юбилей подвига, изменившего ход истории. 20 лет назад российские десантники под командованием Юнусбека Евкурова совершили марш-бросок на Приштину. Осторожно, саранча. Итальянский прус не пощадит урожай. Аграрии Ингушетии борются с опасным вредителем. На канале Ингушетия Новости 24. Здравствуйте. Сегодня вся наша необъятная страна отмечает один из самых молодых государственных праздников – День России. Дата, символизирующая мир и национальное единение. День торжественных и праздничных мероприятий. А в Ингушетии сегодня праздновали сразу две даты – День России и День рождения республики. 27 лет процветания мира и стабильности, которые регион отметил 4 июня. Главные торжества прошли в Назране на площади перед ДК. Праздничная атмосфера в репортаже Жаредат Халухоевой. Звуки российского гимна под живой аккомпанемент военного оркестра как символ сегодняшнего торжества. С особым трепетом его напевает каждый, независимо от национальной и религиозной принадлежности, ощущая необыкновенную торжественность момента, величие, силу и мощь великой державы. Оттого и гордо поднятые головы участников мероприятия и царящий повсюду дух патриотизма. С главной праздничной сцены республики звучат слова поздравления от председателя правительства республики. Разрешите мне от имени главы Республики Ингушетии, героя России Юнусбека Баматгреевича Евкурова и от себя лично поздравить вас с Днем России и с 27-летием образования Ингушской Республики. С праздником! Эти две даты, эти два праздника, они взаимосвязаны особенно для нашего народа. Приобретением суверенитета государством российским за образование нашей республики проголосовали представители всех субъектов Российской Федерации, представители многих национальностей. Они сказали, что быть Республикой Ингушетия, и мы с вами гордимся, что у нас есть своя государственность. Мы гордимся, что мы живем в великой стране России. Этот праздник – символ единства народов, патриотизма, сплоченности во имя процветания Родины и ее граждан. Он объединяет всех, кто гордится славным прошлым и верит в великое будущее страны. Из благополучия всех субъектов Российской Федерации складываются успехи России. В том числе достойное место занимает Республика Ингушетия. Принятие Декларации о суверенитете России, затем 26 апреля 1991 года принятие закона о реабилитации репрессированных народов, а 4 июня 2002 года образование самой республики. Все эти даты ознаменуют великие вехи в истории ингушского народа. Мы благодарны депутатам первого созыва, которые приняли исторически правильное решение в судьбе ингушского, а также всего российского народа. Ингушетия – самый молодой регион страны. Вот уже 249 лет как часть одной большой семьи под названием Россия. Благодаря добровольному вхождению ингушей в состав великой державы. Сегодня мы развиваем свою республику и с особой гордостью отмечаем 27-летие ее становления. Наша республика развивается, строится огромными темпами, идет светлое будущее. Я надеюсь, что в таком же составе, в таком же мире и благополучии мы встретим и 50-летний рубеж наш, и 100-летний юбилей отметим. В этот день я желаю всем мира, благополучия и семейного благополучия всем. Богатство России – это ее люди. Для каждого из присутствующего здесь это мероприятие и сам праздник – символ длинного исторического пути, который прошли их предки через века и тяжелые испытания, потому что были вместе. Чувство патриотизма и гражданская ответственность сегодня их прививают юным гостям праздника. По традиции им вручают их первые паспорта. Сегодня я стала полноценным гражданом Российской Федерации, и это большая ответственность для каждого из нас.
конечно, я буду стараться соблюдать законы, которые введены в государстве, то есть быть полноценным гражданином Российской Федерации. Под бурные овации на главной сцене поздравления звучат и в песнях классическая музыка и современные композиции в исполнении ингушских российских артистов. Сердце слышит дыхание любимой земли. Творческие номера представили и танцевальные коллективы Ингушетии, национальные мелодии, зажигательная лезгинка и яркие костюмы выступающих особенно произвели впечатление на представителей других национальностей. Те, в свою очередь, знакомят гостей мероприятия со своей культурой и кухней. Мы сегодня представили свою здесь национальную кухню. И со всеми российскими народами мы в согласии, в мире живем на радость Российской Федерации, на процветание российского народа. Россия, в моем мнении, в моей точке зрения, это щит защиты всего человечества от агрессоров, от недугов, можно сказать. Так что поздравляю всех россиян с Днем России. Желаю успеха, счастья, здоровья. Нашим министерством организована выставка национальных кухонь. Наши диаспоры, которые проживают в республике, которые себя считают гражданами этой республики, частичкой нашей республики, выставили свои кухни. Наши дети и жители республики, также и гости республики, отведали их национальной кухни, познакомились с их традициями. И сегодня мы рады, что есть такой праздник, и мы все вместе здесь собрались единой семьей. Своим творчеством здесь радуют и ингушские рукодельницы. Национальные костюмы, горные пейзажи на масляных холстах и изделия декоративно-прикладного искусства. Здесь все цепляет глаз, но задержать его дольше хочется именно на этой работе. Картина Лидии Хамхоевой. Она символизирует один из самых важных этапов ингушской истории. Мне так трактировали ее, хотя я не очень была вначале как-то согласна с этим. Вхождение Ингушетии в состав России. Береза символизирует Россию и, естественно, наши горы. Сегодня она попала в точку прям, картина эта. Ну а так, все у меня работы просто так, никакой цели никогда не бывает. Просто вышиваю и люблю свою работу и все. И еще получаю удовольствие от того, что людям нравится. Я россиянин. Сегодня у каждого есть возможность еще раз с гордостью сказать эти слова. Радость от этого переполняет всех собравшихся на этом празднике. Поздравляют друг друга открыто, эмоционально. Считают, что именно в таких встречах и выражается единство всех жителей страны. Поздравляю всех жителей нашей республики с этими двумя датами. Желаю мира, благополучия, процветания. День единства России. Желаю единения всех наших граждан. Всего самого доброго в этот прекрасный, солнечный, яркий, летний день. Всем жителям республики всего самого доброго. Великое государство, великий праздник. И как раз сегодня праздничное, и настроение праздничное, и погода праздничная. Так что я хотел бы от всей души поздравить народ Ингушетии с этим великим праздником, который мы отмечаем 26-й раз. И 29-й раз российское государство мы отмечаем праздник День России. Это большой праздник, это очень значимый праздник. Я еще раз поздравляю всех с праздником Дня России. Торжественное мероприятие в этот день проходит по всей России, и весь народ един во мнении, что 12 июня – это тот самый день, с которого начинается Родина. Эта дата объединяет тех, кто думает не только о прошлом, но и о будущем большой страны. Радат Хулухоева, Магомед Белакиев, Новости 24. С праздником жителей республики поздравил глава Ингушетии Юнусбек Евкуров. Цитата. «Сегодня мы празднуем важную дату в истории нашей страны – День России. В этот день мы чествуем нашу родину, страну с уникальной историей и богатейшим культурным, духовным наследием. И у нас немало оснований гордиться, верить в ее будущее. Будущее сильного, независимого, экономически развитого и социально защищенного государства. Уважаемые земляки, судьбу России определяют люди, которые в ней живут. Так пусть наша с вами энергия, трудолюбие, творческий и интеллектуальный потенциал послужат дальнейшему ее развитию и процветанию». Конец цитаты.
Праздничные торжества прошли сегодня по всей республике. К двойному празднику был подготовлен цикл мероприятий. Они проходили во всех районах республики, музеях и домах культуры. Как отметили патриотический праздник в селении Икажево, расскажет Макка Дударова. В зале царит праздничное настроение. В такой знаменательный день Дом культуры собрал жителей со всего Назрановского района. На праздничный концерт пришли целыми семьями. В числе зрителей даже самые маленькие патриоты, а специально для них выступают юные артисты. День России – праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей на основе закона и справедливости. Впрочем, этот день значим вдвойне, ведь сегодня также празднуется и День образования нашей республики, который 4 июня исполнилось 27 лет. Сегодняшний праздник, к сегодняшнему празднику приурочен и День образования Республики Ингушетия. Это тоже для нас очень такая знаменательная дата, День образования Республики Ингушетия. Вот на нашей книжной выставке выставлен материал об образовании Ингушской республики, об истории, об обычаях, традициях. Ну, всем, кто приходит в нашу библиотеку, очень интересен этот материал. Никто не проходит мимо наших выставок, потому что каждому интересно знать свою историю. Искренние пожелания звучат сегодня в адрес жителей республики и всей России. Хотели бы поздравить всех жителей республики и всех россиян с торжественными праздниками и пожелать всего наилучшего. Так, разрешите мне от имени руководства Назрановского муниципального района, от имени руководства Совета депутатов Назрановского муниципального района поздравить всех жителей Назрановского района в их лице, всех жителей Республики Ингушетия с знаменательным событием в жизни Республики Ингушетия, в жизни ингушского народа в связи с 27-летием возрождения ингушской государственности. Пожелать всему народу ингушского, в том числе Российской Федерации, здоровья, счастья, благополучия и неиссякаемой энергии в деле процветания Республики Ингушетия и Российской Федерации в целом. И такой праздник, как День рождения России, отличная возможность собирать жителей вместе каждый год. Это способствует укреплению братства, любви, дружбы. А ведь именно этим и славится многонациональная страна. Макка Дударова, Магомед Даскиев, Новости 24. Сегодня поистине великий день великой страны. Мы воспеваем ее в стихах, любим, гордимся и защищаем от врагов. Огромная Россия – наш общий дом. 12 июня 1990 года стала отправной точкой новейшей истории страны. Именно тогда была принята Декларация о государственном суверенитете России. Об истории праздника репортаж Светланы Томовой. Священная наша держава, любимая наша страна отмечает сегодня свой главный праздник – День России. Это праздник свободы, гражданского мира, согласия всех людей на основе закона и справедливости. Именно 12 июня страна обрела первого всенародно избранного президента. Сначала праздник назывался День независимости, но указом главы государства в 1998 году был переименован, хотя свое нынешнее официальное название он получил только 1 февраля 2002 года. 12 июня 1990 году принята Декларация о независимости РСФСР. Она была принята на первом съезде РСФСР. Россия в то время обновлялась. Вообще Советский Союз шел уже к своему завершающему концу. И все 15 республик были готовы выйти из состава Союза Советских Социалистических Республик. Страну под названием Советский Союз, к сожалению, сохранить, но гражданам Советского Союза не удалось. Но Россию в тех пределах и тех масштабах, которые мы сегодня знаем, нам удалось сохранить, и я считаю, это во многом благодаря как раз той декларации, которая была принята 12 июня 1990 года.
Это был первый главный государственный праздник, с которого начался отчет новой российской истории. Однако поначалу всенародного признания у россиян эта дата не приобрела, став всего лишь дополнительным выходным. Но чем дальше, тем сильнее День России приобретает патриотические черты и становится символом национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей страны. Страна начала называться Российская Федерация. И было принято, что очень значимо и краеугольно, было принято в этой государстве верховенство Конституции Российской Федерации. Это означало, что государство это будет правовым, будет социальным и заботиться всячески о своем народе. Вот. Как это становилось, да, было нелегко. Было нелегко, страну сотрясал страшный экономический кризис, денежные реформы, инфляции, терялись всякие экономические связи между регионами, разрушались целые отрасли. И, можно сказать, страна находилась в глубокой депрессии. Свою любовь к Ингушетии Якуб Ташмирзаев выражает через музыку. В республику 10 лет назад он приехал из Узбекистана. А тот факт, что представители других народов уже многие годы живут в Ингушетии, который успел стать для них родным домом, говорит о главном – единстве. Больше 10 лет я живу, мы живем здесь, мы, много узбекистанцев, все хорошо. И живем, работаем. Никто не обижает. Как у нас в Узбекистане, мы живем здесь. Армяне, дагестанцы, украинцы, турки. Ингушетия богата этническим многообразием. Молодая республика вместе со всей страной отмечает сравнительно молодой праздник – День России. Все народы, проживающие на территории Ингушетии, всегда славились своей дружбой и готовностью выручить друг друга в любой ситуации. Где единство, там мир. Где его нету, там война, разруха, убийство. Конечно, для нас самое главное – это мир. Мир, согласие. И поэтому я поздравляю всех с этим таким замечательным праздником. И желаю от всей души, чтобы в нашей республике самое главное – сохранился мир и взаимопонимание между всеми народами. На благо нашей республики, Ингушетия и всей России в целом. Ингушетия добровольно вошла в состав России почти 2,5 века назад. Этот исторический документ подписали у селения Ангушт в местности под названием Бартбоси в присутствии 24 самых почитаемых старейшин Ингушетии. Они по очереди озвучивали решение народа, который стоял за ними, людей, которые доверили им свою судьбу, будущее и жизнь. Взаимным рукопожатием наш народ скрепил добровольное вхождение в состав России. С тех пор ингуши ни разу не нарушали присягу на верность. Люди потянулись к учебе, просвещению, службе. Люди почувствовали благо России. И все это ознаменовалось тем, что в определенный день подписали договор о подданничестве России. Насколько это было значимо, это было очень значимо. Ведь вот этот благодатный период происходило массовое переселение. Для нашей республики этот день можно назвать двойным праздником. И неудивительно, что у многих жителей Ингушетии он ассоциируется с родной республикой. Ведь в том же 1992 году, когда Верховный Совет Российской Федерации издал постановление о присвоении этому дню праздничного статуса, наша республика заняла свое место на исторической арене как самостоятельный субъект Российской Федерации. Наши предки завещали нам жить в братстве со всеми народами, делить с ними горе и радость, и святой долг жителей республики сохранить верность этим традициям. Светлана Томова, Новости 24.
К другим новостям. Прямая линия с Владимиром Путиным состоится 20 июня в 12:00 по московскому времени. В ходе ежегодной специальной программы президент России ответит на вопросы граждан, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки. Традиционно задать свой вопрос главе государства можно любым удобным способом: позвонить в единый центр обработки сообщений, через СМС и ММС, послать текстовый вопрос или видеоролик, через официальные группы в социальных сетях или мобильное приложение «Москва Путину». Прямую трансляцию программы «Прямая линия» с Владимиром Путиным будут вести федеральные телеканалы. А теперь о подвиге ценою в жизнь, имевшем мировое значение. Ровно 20 лет исполняется сегодня легендарной боевой операции, примера которой не было в новейшей истории Европы. Марш-бросок на Приштину стал решающим в деле урегулирования конфликта в Югославии. Стратегическим объектом в противостоянии был аэропорт Слатина. В июне 1999 года на подходе к нему стояли английские танки, в небе кружили вертолеты Альянса, а на земле их встречали российские десантники под командованием майора Юнусбека Евкурова. Тогда они тайно взяли под контроль воздушную гавань. Для американцев это стало неожиданностью, для нашей страны триумфом, а сербы, ликуя, встречали российских военных. Детали истории в репортаже Ирины Тичоевой. Хитрость, смекалка, еще мужество, решимость и беспримерная стойкость наших солдат и офицеров. Марш-бросок на Приштину – операция сводного батальона ВДВ России, входившего в состав миротворческого контингента в Боснии и Герцеговине. Операция по захвату аэродрома стратегического назначения Слатина стала на тот момент эталоном военно-дипломатического искусства. Российские военные показали, что с Россией нужно считаться. Были поставлены задачи, и определена цель и поставлены задачи. Что нужно было делать. Да, мы понимали, я прекрасно понимал, конечно. Мы не знали, что дальше должно быть. То есть мы знали задачу, как военные говорят, задачу дня, да? А вот что дальше, мы пока еще не знали. Мы осознавали, насколько важна для нас это мероприятие, сама операция, и осознавали, насколько это важно для местного населения. В 90-е Европу сотрясали межнациональные конфликты, которые могли привести к геополитической катастрофе. Горячей точкой стала Югославия. ВВС США в обход решения ООН наносили удары по государству. Если бы когда-нибудь слышали, что со слезами на глазах говорил лично мне Радко Младич, командующий вооруженными силами Сербской Республики на территории Боснии и Герцеговины, если бы им показать, что они натворили на нашей земле. Они действительно творили там безобразие в течение всех 90-х годов. Но это было начало, и хотели показать, тоже будет и с вами. Россия до последнего пыталась политическим способом противостоять НАТО, но это было неэффективно, и наша страна была вынуждена вести миротворческий контингент. Тогда аэропорт Слатина стал стратегическим объектом в противостоянии. Взять его под контроль было поручено бойцам ВДВ под командованием офицера десантных войск Юнусбека Евкурова. То, что выполнено настолько безупречно, что, вероятно, противник об этом догадывался, но не знал. И видел где-то на каких-то этапах колонну, но не понимал, для чего и как. И только потом, когда это все свершилось, понял, какой стратегический был замысел. В этом была и, наверное, игра Верхнего штаба о том, чтобы все-таки через радиоигру, через какие-то вещи войти в заблуждение, чтобы только последнюю секунду противник понял, что для чего мы это делаем. Совершить марш-бросок из Боснии до Косово российские бойцы обеспечили плацдарм для прибытия российских военных. Но на подходе были не только они. На территорию Косово вступили британские части и военнослужащие французского батальона. За месяц до броска майор Юнусбек Евкуров, находящийся на тот момент в составе международного миротворческого контингента в Боснии и Герцеговине, получил задание в составе группы военнослужащих подразделения российского спецназа скрытно взять аэропорт Слатина под наблюдением и подготовиться к прибытию основных сил. Задача была выполнена безукоризненно. Вот это действие показало, что есть все-таки армия. Вот это как бы вдохнуло в жизнь самих военных. Вот мне кажется, в этом плане, да, исторически. И мы этим показали, вот ребята, которые в батальоне были, показали то, что при любой ситуации и стране показали, что армия есть, и
вероятному противнику показали. Не надо с нами связываться, не надо думать, что мы упали на колени, не надо думать, что мы все уже не боеспособны, потому что мы в таких ситуациях, наоборот, еще больше крепчаем. Вот мне кажется, вот эти есть, вот там есть исторический момент. А остальное все это уже такой момент, что военная составляющая, там, мы задачу выполнили, а политическая составляющая мы опозорились, грубо говоря. Только за одну ночь российская колонна стремительно пролетела по балканским дорогам 6 сотен километров. Борта нашей техники были отмечены триколором. И в Сербии, в Косово местное население, несмотря на позднее время, с радостью и воодушевлением встречало россиян. Машины забрасывали цветами, солдатам передавали еду и напитки. За мужество и героизм 13 апреля 2000 года президент России Владимир Путин вручил звезду героя Юнусбеку Евкурову. Захват аэропорта Слатина. Берем и держим позиции до прихода миротворцев. Вы въехали на территорию Республики Косово. Кинокартина режиссера Андрея Волгина «Балканский рубеж» посвящена героическому подвигу российских военных. За 7 часов участники спецотряда под командованием офицера ГРУ Юнусбека Евкурова взяли под контроль единственный в регионе аэропорт Слатина, через который планировалось вторжение массированных сил НАТО. Главные герои ленты – российские разведчики Андрей Шаталов, его играет Антон Пампушный, и Бекет Хоев, прототип которого в реальной жизни является герой России Юнусбек Евкуров. Эту роль в картине исполняет Гоша Куценко. Положение критическое. Не уверен, что мы все вернемся домой. Военные термины, особенно термины спецназовцев, разведчиков, я корректировал, но подсказывал, по крайней мере. Секретная операция, о которой было бы известно. Слово «секретность» из такой операции, оно не девается никогда, никуда. Мы дали почитать нашу версию и получили в ответ, когда она была страниц 220, от Юнусбека, исписанную им его рукой в полетах, в перерывах. Он писал свои заметки, мы их изучали, встречались с ним, рассказывали, к чему мы пришли. Он нам говорил, это могло быть, этого быть не могло. С тех пор минуло 20 лет, но для сербов балканский рубеж – недалекая история и прошлое. Противостояние за Косово для них не закончено, хоть и затихло. В Сербии Юнусбек Евкуров – национальный герой. Его подвиг помнит и чтят. Майор Евкуров вместе со своей командой изменил судьбу народа. Про Ингушетии на Балканах мы знаем через ваш президент Евкуров, который был у нас на Балканах. На Косово, когда была там ситуация, война на Косово, тогда была русская миротворческая миссия на Косово, которую возглавлял ваш президент Евкуров. Там надо было, чтобы зашли контингент НАТО. Но русские под водством Евкурова зашли из Боснии и Герцеговины, опередили их и заняли военный аэропорт Слатина, который очень важное стратегическое местоположение имеет на Косово. И так всех на Балканах, особенно в Сербии, там, в Черногории и часть Македонии считают Евкуров как герой. Юнусбеком Евкуровым особенно гордятся на малой родине. Его подвиг, мужество – лучший пример для подрастающего поколения. Это событие было переломным для Российской Федерации и для всего мирового сообщества в событиях, которые были в то время в Югославии. В этой спецоперации участвовал наш глава Юнусбек Бамангереевич Евкуров. Новейшая история российской армии Пришнинский бросок навсегда остался примером умелой готовности наших военных действовать в самой трудной ситуации. Именно этот ход показал военную мощь России. Кто знает, как сложилась бы судьба этого народа, если бы отважные бойцы в голубых беретах под командованием Евкурова не помешали началу Третьей мировой войны. Рина Сычоева, Новости 24. Итальянский прус прибыл в Ингушетию, дабы изведать на вкус урожай зерновых. На сельхозугодиях региона замечена саранча. Вредитель уже успел изрядно испортить урожай во многих субъектах СКФО. Очередь дошла и до Ингушетии. С опасным вредителем аграрии борются как могут, задействовав всю необходимую технику, в том числе и легкомоторные самолеты, которые специальным раствором опрыскивают поля. Слово Ирине Тичоевой.
Традиционно саранча встречается в этот период времени. Жаркое солнце только подогревает аппетит. Как правило, прилетают незваные гости с попутным ветром. Более опасными они становятся уже полноценными особями. Пока на одних территориях встречаются мелкие, в других саранча с характером. Это не просто кузнечик, а настоящие опасные вредители. Ведь эта разновидность называется итальянский прус. Конечно, не самый опасный, но изрядно может попортить урожай. Ведь вся эта трава еще вчера была зеленая. Но теперь видим, что от нее остались только воспоминания. Такого нашествия саранчи, как отмечают специалисты, еще в республике не было. Итальянский прус – ярый вредитель сельских культур, и личинки и имага сильно вредят посевам зерновых злаков, бобовых, столовой и сахарной свеклы. На самом деле это очень плохо влияет для земли сельскохозяйственного назначения. На сегодняшний день это третий возраст, и если сейчас взяться за это, я думаю, можно локализовать и убрать вот эту проблему. Насекомых так много, что в борьбе с опасными вредителями местным властям пришлось прибегнуть к помощи малой авиации. Вот такая машина современного итальянского производства только за один вылет может обработать более 50 гектаров земли. Прожорливые полчища вот-вот начнут съедать будущий урожай, поэтому борьбу с саранчой объявили заранее, пока все сельхозугодья не заражены. Легкомоторный двигатель 300 килограмм веса, винтовой распылитель – это машина, пожалуй, лучший способ борьбы с насекомыми. Мини-самолет уже укомплектован баками с необходимым химическим веществом. Как правило, против саранчи распрыскивают пестициды. Это аппарат итальянский, называется «Савана». Его заправка за один раз 150 литров. И, соответственно, эти химикаты заливаются в один бак. Потом он путем вот этих трубочек, которые вы видите, распрыскивает и делает так называемую пургу. Сзади оставляет. Когда этот самолет летит, он летит на расстоянии 1-2 метра от земли для эффективности, чтобы можно было. Планы у нас 12 вылетов. Сегодня-завтра мы планируем их закончить. Значит, у нас общая площадь, зараженная саранчой, составляет 600 гектаров. Мы предварительно, прежде чем применить легкую авиацию, мы беспилотником территорию всю облетели, составили схему, почитали все, хотели наземным транспортом сначала, наземной техникой. Но облет территории показал, что наземную технику применять неэффективно и очень затратно и трудоемко. Планируем, что вот мы провели оповещение населения. Значит, распоряжением у нас введен на муниципальном образовании режим повышенной готовности, угрозы чрезвычайной ситуации, потому что у нас составляет более 200 голов на квадратный метр этой саранчи. Специальная комиссия выехала с проверкой очагов заражения, и было решено, что наземный транспорт не решит ситуацию. Нужно привлекать малую авиацию. 8 литров бензина на 50 гектаров земли. Прямо сейчас самолет совершает свой очередной вылет. Ну а тем временем полеты продолжаются, пока саранча не поймет, что нужно отступать. Рина Цычоева, Магомед Доскиев. Новости 24. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.